Здравствуйте! Это Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки. Я Тимофеева Айталина Зуевна. Я работаю педагогом-психологом в отделе психологической коррекции и развития личности. И сегодня я хочу рассказать вам о методах релаксационной терапии. То есть мы разберем сегодня, что такое стресс, что такое нервное напряжение и как его снимать, а в конце я дам вам точные техники и упражнения, которыми вы можете воспользоваться. Итак, я хотела бы начать все-таки с эмоционального напряжения и что это такое. На самом деле наш организм очень примитивный, и когда мы ощущаем стресс в течение длительного времени, наше восприятие думает, что нашей жизни грозит опасность. Да? И поэтому оно начинает анализировать состояние тела и ситуацию извне. И оно приходит к выводу, что единственное, что мы можем сделать, чтобы спасти свою жизнь, это либо убежать, либо драться. Соответственно, оно начинает копить энергию и никуда ее больше не тратить, не затрачивать, и происходит такой режим энергетического сбережения, да, когда мы начинаем как-то апатийно чувствовать себя, мы много спим или просто хотим спать, да, мы много едим и так далее, для того, чтобы восполнить или компенсировать вот эту энергию. Эта энергия сохраняется у нас в теле, и мы не можем расслабиться, потому что организм каждый раз думает на ситуацию, ну это не слишком опасно, чтобы тратить на это силы и так далее, и так далее. Да? Какие могут быть причины вот этого напряжения? Причины бывают очень разные, исходя из даже каких-то мелких ситуаций и исходя глобальными проблемами, допустим, пандемия наша. Да? Причинами могут быть также состояние здоровья. То есть, если тело слабое, как раз нашему мозгу поступает сигнал, что нужно как-то напрягаться для того, чтобы хотя бы заметить опасность, потому что тело не может дать отпор чему-либо. Да? И, конечно же, это могут быть повышенные нагрузки, либо на работе, да, либо это могут быть какая-то напряженная атмосфера в семье, да, или в коллективе. Это тоже может стать причинами нервного напряжения. Негативные последствия. Это очень важно на самом деле, потому что если эмоциональное напряжение очень долго воздействует на тело и психику, это может привести не только к сбою сна или же потере аппетита, это еще может привести к заболеваниям невротического или психического спектра. То есть это, допустим, депрессии, хронические заболевания, заболевания желудка, язвы и так далее. Поэтому нужна релаксация. Да? Что это такое? Релаксация на самом деле это когда мы можем сами отрегулировать свое состояние, проанализировать его и вывести свое тело самостоятельно из этого поведения, из этого напряжения и так далее. Как это помогает? Да? Когда мы релаксируем себя, когда мы узнаем причины нашего нервного напряжения и работаем на то, чтобы их устранить, мы чувствуем себя лучше, и нам дается все легче. Вы, наверное, знаете, что когда у вас хорошее настроение, повышенный такой эмоциональный фон, да, то нам все дается легко. Это зависит от того, что в ощущении радости и счастья мы воспринимаем ситуацию с более позитивного ключа. Способы успокоить себя. Да? Есть такое, что мы не можем просто подойти к зеркалу и сказать «успокойся», и мы просто можем там снять этот стресс и так далее. Да? То есть какие способы бывают успокоения себя? Есть вещи, когда мы просто анализируем себя. Иногда мы можем заняться тем, что нам нравится, о чем мы поговорим в дальнейшем. Еще мы можем исключить вещи, которые влияют на нас негативно. Допустим, это может быть общение с какими-то людьми, которые оказывают на вас воздействие негативное, да? Либо вы те же самые физиологические причины, то есть это
может быть, вы не высыпаетесь или вам не хватает каких-то элементов, да, и так далее. И вот, какие есть способы, давайте разберем более конкретно. То есть ресурсы. У каждого человека есть ресурсы. Что это значит? Это то, что нам нравится делать. Все вещи, которые вам нравятся и при этом не приносят никакого вреда окружающим, это ваши ресурсы. То, что вы делали, может быть, в детстве, и вам это очень нравилось. Это могут быть даже воспоминания, которые придают вам ощущение какой-то теплоты или счастья, да? Можно заниматься музыкой, творчеством, танцевать, да, рисовать, читать книги. И ресурсы, важно помнить, они сугубо индивидуальные. То есть кому-то сходить с подружками в кафе и покушать, это будет очень хороший ресурс, и это наполняет человека. Но есть такие люди, которым это не подходит, понимаете, да? Поэтому важно чувствовать, нравится ли вам то, что вы делаете. Потому что бывает, вам скажут: ты иди там, сходи куда-нибудь, развейся, и тебе станет лучше. Но не факт, что именно вам это помогает. Поэтому ищите свои ресурсы. Арт-терапия. Сейчас время, когда мы все время потребляем. Да? Мы потребляем контент, мы потребляем какую-то информацию из интернета, из соцсетей, мы смотрим фильмы, читаем книги, мы все потребляем. И арт-терапия в этом случае очень хорошо помогает именно в спектре смены деятельности, да? Когда мы можем сами отдать что-то миру. Потому что вы, наверное, слышали, когда мы отдаем, мы можем получить вдвойне. И поэтому, когда мы отдаем что-то миру, мы рисуем, создаем что-то своими руками и отдаем это в мир, мир нам тоже может оплатить. Это как, что мы еще можем себя отмотивировать тем, что мы что-то можем. Мы даем сигнал мозгу, что мы можем что-то создавать и вообще в состоянии это делать. Да? Если вам кажется, что вы не умеете, никогда не поздно научиться чему-то новому. Дыхательные упражнения и медитация. На самом деле медитация – это очень древние техники, упражнения, которыми пользовались из поколения в поколение. И важно, что если какую-то технику используют очень долгое время, это значит, что она действительно помогает. Да? И поэтому вы можете выбрать любую из этих техник, попробовать их все, и потом уяснить для себя, что вам именно подходит. Итак, как делать дыхательные упражнения? Сейчас я подскажу вам одно дыхательное упражнение, называется дыхание 16 секунд. Делайте сидя, потому что у вас может появиться головокружение. Да? Мы садимся или ложимся и вдыхаем в течение 16 секунд. Потом выдыхаем 15 секунд, вдыхаем 14 и так дальше до нуля. Да? Это делается для того, чтобы в состоянии нервного напряжения у нас снижается поступление кислорода в мозг, и таким образом мы насыщаем его кислородом. И мозгу еще даем сигнал, что в принципе, если у нас происходит какая-то опасность, скорее всего, он бы не смог там лежать и дышать. И мозгу приходит сигнал, что мы в безопасности. Медитация. Какие способы в медитации можно использовать? Во-первых, это концентрация. В состоянии эмоционального напряжения чаще всего мы, наверное, как-то не можем сконцентрироваться. Вы, наверное, замечали, что у вас очень много мыслей, вы думаете о нескольких вещах одновременно и так далее. Да? Как мы можем с этим справиться? Это мы рисуем на белом листе черную точку. И в течение 5 минут, давайте скажем, 5 минут мы смотрим на нее и пытаемся воспринимать только эту точку и убираем лишние мысли. Да? И таким образом мы концентрируемся и очищаем свое сознание. Таким образом мы можем дать мозгу немножко передохнуть. Самоанализ. Это очень хорошая на самом деле техника, потому что когда мы узнаем причины своего состояния, на чем в принципе основана психология, да, мы начинаем
не только прорабатывать ее, но и решать. То есть, когда мы узнаем причины, нам легче воспринимать свою ситуацию и понимать, почему мы так себя чувствуем и так далее. Самоанализом нужно заниматься обязательно в очень спокойной обстановке. Мы садимся, желательно закрыть глаза, та же медитация, да, и потом мы продумываем назад, да, как решение уравнения. Чтобы найти x, мы должны проработать все назад. То же самое, да? Что вы сегодня делали? Может быть, вы не позавтракали, может быть, у вас в течение последнего месяца нарушен сон, либо ваш близкий заболел, допустим, да, подхватил коронавирус и так далее. Это тоже может стать причиной. И поэтому самоанализ в этом отношении очень может вам помочь. Итак, наверное, на этом можно завершить. Вот контакты. Вы можете позвонить нам по номеру 35 10 46, либо написать в директ Инстаграм, найти нас в скайпе, поставьте на паузу и запишите. И связаться с нами через почту. А еще, конечно же, наш центр опережающей подготовки. По QR-коду можете подключиться. Спасибо большое, берегите себя и своих близких.